Таджики могут ликовать. Неужели у нас наконец-то не будет перебоев с электроэнергией? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете все подробности. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Европейский инвестиционный банк планирует стать крупнейшим инвестором Рагунской ГЭС, передает европейское издание со ссылкой на официальных представителей Европейского Союза. Данный шаг направлен на сокращение зависимости стран Центральной Азии от российской энергии и является ответом Евросоюза на китайскую инициативу «Один пояс, один путь», говорится в публикации. Официальный представитель ЕС, который отказался называть свое имя, так как не уполномочен говорить со СМИ, сказал, что основной причиной, по которой Евросоюз планирует стать главным инвестором Рагунского проекта, заключается в том, чтобы сделать Таджикистан и его соседи независимыми от российской энергии. Он подчеркнул, что Евросоюз заинтересован в достижении энергетической независимости Центральной Азии от России. Брюссель и его западные союзники пытались изолировать Россию в ответ на ее февральское вторжение в Украину, отмечается в публикации. Представитель в интервью сказал, что Европейская комиссия обратилась к банку с просьбой стать крупнейшим инвестором Рагунского проекта. Он отказался назвать размер возможных инвестиций, направляемых на достройку Рагуна, но отметил, что они будут огромными. Европейский инвестиционный банк является государственным финансово-кредитным учреждением Европейского Союза для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов. Создан в 1958 году с целью предоставления кредитов для сооружения и реконструкции объектов, которые представляют интерес для стран ЕС. В публикации говорится, что Рагунская ГЭС с 335-метровой каменно-земляной плотиной, по словам разработчиков, после завершения строительства станет самой высокой в мире и положит конец хронической нехватке электроэнергии в Таджикистане, а также позволит экспортировать электроэнергию в Узбекистан и Казахстан. Руководство Минэнерго Таджикистана сообщило, что общая стоимость строительства Рагунской ГЭС оценивается в $8 миллиардов, из которых 3 миллиарда уже потрачены, говорится в статье. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ранее, в начале этого года, постоянный представитель Азиатского банка развития в Таджикистане Шенни Кэмпбелл сообщила, что правительство Таджикистана в конце минувшего года инициировало встречу с международными донорами, где обсуждался вопрос о финансировании Рагунского проекта. Необходимость финансовой поддержки проекта международными донорами постпред АБР объяснила нехваткой государственных средств для дальнейшего строительства этого объекта, а также высвобождением бюджетных средств, которые могли бы быть направлены на другие приоритетные нужды. Однако, отметила она, исходя из проведенных Всемирным банком исследований, существует все еще много вопросов, связанных с Рагунским проектом, на которые доноры должны получить ответы, прежде чем вкладывать средства в этот проект. К таким вопросам Шенни Кэмпбелл причислила вопросы закупок, обеспечения защитных мер и нахождения рынка сбыта рагунской электроэнергии. В настоящее время Рагунский проект финансируется исключительно за счет государственных средств, которых не хватает для планомерной достройки объекта. По данным Минфина, в 2022 году на эти цели будет направлено примерно 2,5 миллиарда самани, это $220 миллионов. С начала достройки с 2008 года до текущего года на достройку Рагунской ГЭС было потрачено почти 38 миллиардов самани. На данный момент работают 2 гидроагрегата Рагуна. В целом планируется установить в машинном зале станции 6 агрегатов, проектная мощность каждого из которых составит 600 мегаватт. Ожидается, что строительство станции будет полностью завершено к 2033 году. Как вы относитесь к тому, что Таджикистану решили помочь стать независимыми, даже несмотря на то, что это чтобы насолить России? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!